21. Добрый день. Меня зовут Людмила Васильевна Игушева. Я работаю в Национальной библиотеке в отделе обработки и комплектования литературы. Сегодня наша тема звучит как паспортизация каталогов, значение, структура паспорта и требования его состояния. Так. Сейчас слайд сюда. Господи. Так. Библиотека как феномен культуры и социальный институт за время своего существования неоднократно менялись и преобразовывались в соответствии с требованиями времен. Меняющиеся задачи, контингент пользователей, активное развитие печатной продукции, широкое внедрение информационных технологий и другие объективные и субъективные причины оказывали существенное влияние на создание и развитие фондов в отдельно взятой библиотеке. Как видно на слайдах, я хотела показать, как меняется наша библиотека, кто у нас не был, вот после ремонта, как она выглядит. Значит, развитие компьютерных технологий привели к существенному изменению представлений как о самой библиотеке, так и о ее возможностях и функциях. Если еще совсем недавно библиотеки представляли информационные ресурсы исключительно на бумаге, то сейчас обыденными стали понятия электронный каталог, электронная книга, электронная библиотека. В настоящее время фонды библиотек включают в себя не только книги, журналы, газеты, но и электронные издания. Все это позволяет удовлетворить любые запросы современного пользователя. Но в то же время можно с уверенностью сказать, что ни одна библиотека, как бы ни был ее малочислен фонд, не может ограничиться каким-либо одним каталогом. Читатели обращаются в библиотеку с самыми разными запросами. Их может интересовать литература по конкретной теме, по определенной отрасли, книги определенного автора или конкретной теме, или книга определенной какой-либо организации. Могут также интересовать и специальные виды литературы, такие как карты, ноты, стандарты. Отсюда и возникает необходимость создания в каждой библиотеке различных каталогов, помогающих удовлетворить запросы читателя с наибольшей полнотой. Давайте сначала вспомним, что такое система библиотечных каталогов и картотек. Как мы видим по ГОСТу, система библиотечных каталогов и картотек – это часть справочно-библиографического аппарата библиотеки, представляющая собой совокупность планомерно организованных, взаимосвязанных и дополняющих друг друга библиографических каталогов и библиографических картотек. Такое многообразие видов документов, конечно же, привели к изменению и корректировке введения системы библиотечных каталогов. В первую очередь, как традиционных, то есть карточных, так и нетрадиционных электронных каталогов. Для того, чтобы правильно и быстро найти нужную информацию, следует знать, какие же каталоги и картотеки есть в библиотеке. Поэтому в каждой библиотеке должен быть утверждено положение о системе каталогов и картотек, которое определяет принципы формирования, состав, структуру и систему управления всеми каталогами и картотеками.
Также каждый каталог или картотека должны иметь свой паспорт. Что же такое паспортизация каталога? Паспортизация каталога – это служебный документ, в котором зафиксированы основные сведения о конкретном каталоге. Единой учетной формой для каждого каталога и картотеки является паспорт-характеристика. И сразу же, наверное, возникает вопрос, зачем вообще нужна паспортизация каталогов? Ну, значит, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сказать, что паспортизация каталогов необходима для проведения анализа состояния каталога библиотеки, степени соответствия требований их ведения. Единой учетной формой для каталогов является паспорт-характеристика. Структура каталога позволит отразить в паспорте в правильном последовательности все основные признаки: охват фондов, назначение, способ группировки библиографических записей, отраслевые границы и хронологический охват. Следует отметить, что библиотеки уже имеют опыт сбора и обработки статистических показателей, которые отражаются в заполнении ведения. Я думаю, что многие у вас в библиотеке ведут паспорт фонда библиотеки, паспорт массовых мероприятий заполняется, паспорт книжной выставки, паспорты коллекции, паспорты передвижной выставки. Поэтому я думаю, что проблем в заполнении паспорта на каталоге больших не будет. На слайде мы видим, какие картотеки и каталоги существуют в библиотеке. Просто напомню, да? Так, самые главные – это алфавитные каталоги и вот и виды картотек. Конечно, какие-то уже каталоги в библиотеках нету, отказываются. Может, и мало кого-то картотек, но вот вспомним. Также мы не забываем о том, что в библиотеке появились и электронные каталоги, которые обеспечивают доступ к фондам библиотеки и удаленным пользователям. А это значит, что паспорт ведется отдельно на каждый каталог и картотеку и обязательно заполняется и на электронный каталог. Паспорт заполняется в конце года во время годового отчета. Так что еще раз повторю, что паспорта у нас идут как на бумажные каталоги, так и на электронные. Таким образом, основная задача паспортизации – это разработка служебного документа, установленного образца с описанием определенного фонда с основными сведениями о нем. Хотелось бы также отметить, что систематический каталог может иметь две формы такого документа, который отличается по составу сведений для небольших и для крупных библиотек. Вы можете обратиться к статье «Паспортизация системы каталогов Саркисяна» в книге «Библиотечные каталоги. Методические материалы». Ну вот я привела примерные паспорт-характеристики систематического каталога небольшой библиотеки или филиала. Вы можете посмотреть, взять для себя заметку. Вот это такая небольшая форма, более сокращенная, да, где вы видите, что как вы можете вот в такой форме заполняться может. То есть название, местоположение, какая литература входит в этот каталог, способы группировки. То есть это то, о чем говорил Саркисян в своей статье, что вот небольшие библиотеки филиалов. А вот паспорт-характеристика систематическая – это вот крупных библиотек. То есть она более развернутая, имеет более значительно больший объем сведений. Да? Мы тоже вот видим. Также указывается полное название каталога, где расположен, с какого года ведется, хронологический охват,
Сколько ящиков в каталоге? Вот мы видим пункт 7. Объем каталога. Здесь мы вот также указываем, да, какие в каталоге перечисляем карточки, как представлены они, как расставляются по алфавиту, по системе знаний. Также при первоначальном заполнении в паспорт переносятся сведения из имеющихся в отделе документов, то есть дневников работы с каталогами или картотеками. На нашем слайде вы увидите, это документы, которые были в Национальной библиотеке. То есть у нас это все велось, но вот в такой бывает форме. То есть писалось от руки, заполнялось. И это хорошо, что оно у нас есть. То есть мне в какой-то степени было легче уже находить какую-то информацию. Я надеюсь, что у вас тоже все есть. Ну вот у нас в такой форме было. Кто-то заполнял чисто в тетрадных листочках. Вот, например, да, о чем я и говорила. Вот заполнялось в тетради. Видите, при отсутствии документов в паспорт включают сведения, полученные в результате анализа имеющихся данных. То есть на данном слайде я показала, что работа велась, только вот она была вот, все писалось от руки, разными людьми, кто отвечал за эти каталоги. Здесь же вот приклеились наглядно карточки, как это все выглядит. Вот теперь мы видим новую, то есть, и у нас теперь новый шаблон введения паспорта, характеристики каталога. Значит, как о чем я и говорила, все сведения заносятся в паспорт в полной форме, без сокращений, четким, разборчивым почерком. Вернемся к предыдущему слайду. Вот вы увидите, что да, у каждого, я понимаю, что почерк свой, поэтому желательно заполнять форму, чтобы после вас, кто будет работать с каталогами, отвечать за них, понимал и всю информацию, которая содержится в этом документе. Некоторые пункты паспорта могут заполняться подчеркиванием соответствующих сведений. Вот, например, как здесь. То есть у вас уже будет готовая форма, например, и вы можете просто подчеркивать. Не писать, а подчеркнуть. То есть вы можете сюда просто дописывать уже свои какие-то пометки. Также данные паспорта проверяются, обновляются ежегодно. Вот мы видим, да, отметка ежегодной проверки. Пишите дату проверки, фамилию, подпись. То есть кто. Конечно, если вы начнете вести паспорт сейчас, уже бывает такое, что работник библиотеки уже не работает. Вы поставите год и фамилию работника, кто был отвечал за этот документ. Также в тех случаях, когда в библиотеке не велся учет ежедневного выполнения каталога, производится ориентировочный подсчет объема, и это также указывается в соответствующей графе паспорта. Ежедневного, он сказала, ежегодного. Да. Также напомним, что библиотека должна иметь положение о системе каталогов и картотек, в которой отражаются, да, еще раз напомню, принципы формирования, назначение функций каталогов, состав и структура. То есть положение системы каталогов – это основной документ, от которого потом будете уже писать положение о таком-то каталоге, о такой-то картотеке. То есть в положение входит вся система о том, какие каталоги и картотеки библиотека имеет на данный момент или имела. Потому что по своей работе мы отметили, что у нас какие каталоги были, и как мы работали с ними, в каком году они были заморожены. То есть вся информация.
Так, теперь я хочу рассказать, какая работа была проведена в Национальной библиотеке. Да, вот на примере. В Национальной библиотеке в 2010 году нами был разработан проект, пока еще проект, ну, сейчас уже положение системы каталогов картотек. Вот как она выглядит. Вот наш документ. Мы его разработали, и мы начали работать по нему. Были разработаны также положения о генеральном алфавитном каталоге, положение о генеральном алфавитном каталоге на каком языке, положение о систематическом каталоге. У нас получилось 3 положения, библиотека большая. Вот у нас на данный момент вот эти все каталоги есть. И работают, мы с ними работаем. Они у нас не закрыты, не заморожены. Как я уже сказала, были отредактированы и приведены необходимое соответствие паспорт генерального алфавитного каталога, паспорт читательского алфавитного каталога, паспорт систематического каталога. Видите, у нас его 2. Кто у нас в библиотеке был, они, наверное, заметили, что у нас систематический каталог, он есть 2 его. Первый у нас были старт-таблицы ВБК для областных библиотек, и теперь новый паспорт систематического каталога по средним таблицам ББК. То есть мы на оба каталога по систематически сделали паспорта. Они у нас действующие, они у нас есть. Сейчас мы работаем с систематическим каталогом, пополняем по средним таблицам. Систематический по областным библиотекам у нас заморожен, но мы с ним также работаем, отмечаю в паспорт, что мы, какие работы с ним проводятся. Вот смотрите, у нас читательский алфавитный каталог, он был у нас заморожен и удален. Но паспорт мы на него все равно сделали, где мы отметили, с какого года мы его ввели, какая информация в нем содержалась и в каком году он у нас был заморожен. Но документ на него мы все равно сделали. То есть в библиотеке этот каталог был, мы с ним работали. То есть информация о нем у него все равно сохраняется. Так, вот пример того, как заполняется паспорт-характеристика. Да, вот как мы заполнили генеральный алфавитный служебный каталог. То есть мы ответили его полное название, сокращение. Видите, даже отметили, что с 2020 года он перешел, соответственно, у нас было объединено 2 отдела. Мы отметили, что с 2020 года за каталог находится введение отдела комплектования и каталогизации. Также мы видим, да, что каталог ведется с 50-го года и хронологию. Вся эта информация была получена, как я могу, по соответствующим документам, которые у вас были вот эти. Ну вот. Затем различаются сведения о назначении каталога, его функции, о составе каталога. Вы можете все посмотреть. Это все мы отражаем в нашем документе. Мы отражаем фонды, какие у нас там. Вы видите, что все отделы у нас отражены. Отражены документы, какие книги, брошюры из издания. То есть вы тоже так же делаете, отображаете только та литература, которая находится, потому что в генеральном каталоге у нас не отражены ноты, это нет у нас литературы на иностранном языке. То есть мы сюда не вносим, мы вносим только ту информацию, которую мы можем почерпнуть из нашего каталога. Так, ну вот дальше. Можно посмотреть структуру каталога, организация ведения.
Вот о чем я указывала раньше, да, вся информация, которая была у нас в тетрадках, на листочках, вот мы ее внесли. Это хорошо, что мы имели эту информацию. Кто не имеет, значит, записывайте только, что вы найдете. То, что можно точно сказать. Ну, вот видите, мы нашли информацию, что с 87 года, да, с 1987 элементарные номера указывают только на лицевой стороне карточек. С 92-го изъятие добавочных карточек производилось. Еще раз повторю, у нас паспорта велись. Сейчас они у нас просто переработались вот в электронную форму, более удобную. И вся информация вы сюда поместили. Также, если вы какие-то даты не знаете, посмотрите на пункт 6.1. Обслуживание по каталогу обеспечивается сотрудниками отдела. Видите, у нас написано с 1900. Я информацию такую не могла найти, то есть точную информацию. С какого? И я поставила многоточие. Так что это, я думаю, что не ошибка. То есть вы видите. Хорошо, если у вас это все есть. Может, у вас каталоги, конечно, не такие большие, как у нас, но это все должно отражаться. Смотрите, в паспорте каталога также содержится информация о данных ежедневного учета объема каталогов. Вот вы видите, конечно, можно взять свою сделать, но вот форму, нам так удобно. Значит, мы прописали, сколько у нас каталожных ящиков на данный момент там, сколько расставляется карточек за год, это, то есть мы плюсуем, да? Сколько изъято карточек, то есть при каждом списании мы просчитываем карточки и в конце года пишем, что вот в каталоге было изъято. И знаем, что вот в 2012 году у нас было 26 тысяч, вернее, инвентарных номеров. Изъято карточек мы стали, сейчас увижу подальше, попозже, сейчас так. А, нет, здесь нету. Изъятых карточек мы сейчас вот с 2020 года мы стали просчитывать, сколько изъято не только инвентарных номеров, это вы видите по актам, но и карточек. То есть мы реально видим, насколько у нас уменьшается или увеличивается каталог. У нас будут две цифры: расставленных карточек и изъятых. Графа отредактирована. Это все, что мы делаем в каталоге. Меняем ли мы сиглу, приписываем ли номер, или нашли какой-то списанный, это все редактировано. Также мы вписали графу разделители. Каталог очень большой, все-таки мы работаем с ним. У нас такая графа есть. Если она вам не нужна, можно, наверное, не прописывать. Это на свой личный взгляд. Так. Смотрите, приложение номер 2 говорит о том, кто отвечал за каталоги, в какое время кто отвечал. Ну вот на данный момент ответственность за каталоги веду я, так что ну, я написала свою фамилию с 18 года, 17-го. Первый вот, это все, да, вся информация. То есть, как говорится, выпуск кого спросить. Так, информация дается не только кто вел, но кто, и его проверка. Вот, всю документацию кто ведет. Так. Также хотелось бы отметить и показать вам, что есть и примеры заполнения паспортов на электронный каталог. Вот кто-то заполняет в такой форме. То есть не табличной, а вот документ ведется вот таким способом. Электронный каталог, я думаю, что уже у всех есть, если систематически отказались, например. Так. Это, наверное, более сложно, не разработано еще. Так. Также вот пример заполнения паспортов. Да. Кто-то говорит, что вот удобнее в такой форме.
Как вы видите, информационная карта – это уже паспорт на картотеку. Это картотека периодических изданий. Да. Ну, мы видим также название, с какого года ведется, что содержит, какие газеты, журналы, сроки, периодические издания. Так, так, смотрим дальше. Ну, тоже один из примеров заполнения паспортов, да, это в журнале «Печатные периодические издания». Также мы видим, сколько было комплектов и экземпляров, да, газеты, журналы. Но вот если тут графа «журналы в электронном формате», пока мы не сталкивались, но мало ли вот кто-то делает. Может, в вашей работе это присутствует. То есть тоже вы можете поставить, да? Вот такая форма есть заполнения паспортов. Так. Как мы видим, практика заполнения паспорта показала, что структура паспорта не является застывшей формой. В нее можно и нужно вносить изменения. То есть для каждой библиотеки паспорт может быть свой. То есть вы внесете туда, что вы считаете нужным, что в вашей библиотеке присутствует. Так. Паспорта находятся у сотрудника, ответственного за работу с каталогом или картотекой. Так. Еще раз поговорим, да? Паспорт характеристика позволит отразить в правильной последовательности все основные признаки. Еще раз расскажу. Охват фонда, назначение, способ группировки, библиографические записи, отраслевые границы, хронологический охват. Это просто вопрос, для чего? Так. Еще бы хотелось, еще раз напомню, да, что в библиотеке должно быть положение о системе каталогов и картотек, положение о каталоге, как мы можем вернуться и посмотреть, положение о алфавитном каталоге, систематическом, и также на каждый каталог мы ставим паспорт. Так. Так, сейчас вернемся немножко в документы. Обратно. Так. Вернулась к паспорту характеристики. Значит, при своей работе, когда мы начали работать, у нас многие отделы паспорта не вели. И у них начинают возникать вопросы. Как заполнять что? Вы, конечно, если вы обратитесь в интернет, там, к нашим библиотекам больших, у них есть такие бланки паспортов, и мы вот взяли именно для себя то, что нам нужно. И вот на основе таких же паспортов характеристик вот мы отделам предоставили информацию и показали, как нужно заполнять. Но у них сразу возникают вопросы, где взять информацию, если ее не было и нет. Ну, я всегда говорю, что не может быть, что в вашей библиотеке или в нашей никогда не велся учет ничего. Наверное, мы знаем, с какого года ведется, кто вел, как ведется. Да? Вот многие графы ведь вы все равно можете сами отобразить. Я думаю, что в этом не должно быть никакого просто. Конечно, это тяжело начинать, потому что поднять эту всю информацию, найти, когда очень много времени, но документация должна быть в библиотеке на все, в том плане и на каталоге. Так, еще раз покажу свой, да, что мы информацию как вы внесли, что отражаем. Самое главное, что структура
паспорта, она должна быть для всех единой. Если вы делаете центральную библиотеку для филиалов, то вот желательно, чтобы, конечно, была структура одинаковая. Вот если вы взяли в табличной форме, то в табличной форме. Это удобнее смотреть и удобнее заполнять, удобнее находить всю информацию. Конечно, информация может быть поменьше, объемы. Так, еще, да, покажу. Вот о чем я говорила, что генеральный алфавитный каталог у нас был закрыт, удален, но мы информацию собрали, что смогли, мы это все сделали. То есть мы отразили всю информацию. Еще раз говорю, что информация должна содержаться ежегодного отчета объемов каталогов. То есть вы каждый год даете отчеты, какая работа проходила, сколько было изъято, сколько было вылито карточек. И обязательно проверка. Хорошо, конечно, если у вас эти документы есть, и они ведутся, то есть пускай не в такой форме, но это очень хорошо. Ну, не знаю, конечно, насчет периодических изданий, но вот я еще раз покажу, что вот такой пример заполнения могут быть такими. Так, еще раз повторимся. Да? Так. Ой, так. Немножко вернусь к документу. Сейчас. Так. Еще раз вернулась бы к положению системы каталогов и картотек. Еще раз хочу сказать, что это первый и основной документ, который вы должны сделать. Потому что только отсюда вы будете понимать, на какие каталоги и картотеки у вас есть и какие документы для них готовить. То есть в данный момент вы готовьте только те документы, если у вас нету их вообще не существует, то, что работает в данный момент. Если есть у вас алфавитный каталог, значит, вы на него и делаете. Есть систематический, делайте на систематический. Так. Вот. Вернулась показать вам еще раз паспорта. Вот. Что у нас было. Вспомним также, что систематически Косян говорит, что может два вида иметь. Вот более простой для филиалов. То есть 16 пунктов, которые он считает, что вполне вам информации достаточно будет. То есть формы не застывшие, можно все найти, дописать, отметить. Паспорт систематического каталога уже большой в библиотеке. Ну, как вы видели, мы не делали такое, мы делали все-таки в табличной форме, где я все вижу, когда, что пришло, выбыло. То есть могу заменить хронологический охват. Хотелось бы услышать какие-то вопросы, если у вас есть. Ведется ли в ваших библиотеках паспорта каталогов? Есть ли эти документы? Еще просто раз еще раз пролистаю, покажу вам, что это.
Какая работа была проведена? На данный момент в библиотеке ведется работа по паспортизации каталогов и картотек отделов. Мы показали данный шаблон, как мы вели, и теперь вот будем информацию собирать с отделов. Так. Не забываем, конечно, не только, что у нас есть карточный, еще раз напоминаю, но и электронный каталог. Паспорта периодических изданий. Конечно, нужно отметить, что паспортизация – это процесс трудоемкий и сложный. Структура фондов, их заполнение различны в каждой библиотеке. Еще раз говорю, поэтому содержание, состав сведений и порядок оформления паспортов в каждой библиотеке будет соответствовать состоянию учета и специфике этой библиотеки. То есть, что у вас есть. Так, хотелось бы услышать, наверное, вопросы, какие есть. Или вопросы будут возникать по мере работы. Хотелось бы услышать, ведутся ли паспорта в ваших библиотеках, какие проблемы возникли в заполнении. Может, кто-то поделится своей. Так. Так. Вопросов нет, наверное, новой информации много или у всех все ведется? Конечно, хотелось бы переговорить с коллегами, как они ведут, на какие картотеки, каталоги. Может быть, вы посмотрели и взяли у них пример. Так. Ну что, вопросов пока нет, да, и... Все, тогда спасибо за внимание. Пишите, что у вас получилось. Если какие-то вопросы возникли, что-то непонятно. Все, большое спасибо. До свидания.